Это актуальное интервью в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Утверждены правила приема в Северо-Восточный федеральный университет на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 2024-2025 учебный год. Приказом СВФУ внесены изменения в правила приема в ВУЗ. Более подробно о правилах и внесенных изменениях мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Елизавета Ильина, начальник Центральной приемной комиссии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Елизавета Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. Ну и о том, какие новые правила приема в СВФУ и какие изменения внесены. Так, в этом году у нас утверждены бюджетные места в общем количестве 3861 место. Это бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, ординатура. Ну и плюс 275 мест по программам среднего профобразования. Университет объявляет прием на обучение по 158 образовательным программам бакалавриата и специалитета и 86 программам магистратуры. Что касается новых программ, это у нас разработаны новые актуальные программы по подготовке учителей начальных классов иностранного языка, то есть это у нас совмещенный профиль по дошкольной дефектологии. Ну и еще у нас одна образовательная новая программа магистратуры – это медиакоммуникация, медиа в цифровых индустриях. Ну, с прошлого года все абитуриенты могут подавать свои документы через госуслуги, то есть они заводят свой аккаунт, заходят в свой кабинет и подают свои документы в любой из 5 вузов по России, то есть не более 5 вузов. И в каждом вузе от 5 до 10 образовательных программ они имеют право выбрать. Личного присутствия при подаче документов не требуется, личного присутствия при подаче оригинала тоже не требуется. То есть они могут изъявить свое желание поступления на бюджет, просто проставив галочку «Отметка об оригинале». Отметка об оригинале или аттестата, или диплома. Ранее была информация, что Министерство образования и науки решило изменить схему поступления в вузы. Весной этого года абитуриенты смогут составить сквозной список приоритетных направлений, которые можно будет менять раз в сутки, прямо во время приемной комиссии. Принято ли это изменение и насколько оно удобно как для абитуриентов, так и для приемной комиссии? Так, в этом году как таковых принципиальных изменений не ожидается. То есть вот те изменения, которые были анонсированы осенью 2023 года, они не приняты. Возможно, они будут приняты в следующем или через 2 года. В 2024 году мы работаем по правилам 2023 года, но надо сказать, что в 2023 году было введено очень главное, основное изменение – это введение системы приоритетов. То есть если у нас раньше абитуриент подавал в один вуз несколько заявлений по каждому своему направлению, то есть по каждой специальности он выбирал. И на этапе зачисления он уже выбирал, куда предоставить свой оригинал, чтобы поступить на бюджет. Сейчас уже абитуриент в одном вузе пишет одно заявление, в котором указывает выбранные специальности, то есть их ранжирует по приоритету, от более приоритетных к менее приоритетным. И уже на этапе зачисления система автоматически распределяет абитуриента на ту программу, которую он сам выбрал. То есть на этапе подачи заявления абитуриент очень ответственно должен отнестись к своим выбранным программам и особенно к приоритетам. Может ли быть так, что абитуриент будет автоматически зачислен в несколько вузов? Так, если раньше, года 2, 3, 4 назад, да, вот когда у нас вот такая информационная дистанционная подача заявлений только вот как бы начинала срабатывать, и каждый вуз работал в своей локальной информационной системе, это в принципе было возможно, потому что мы направляли, то есть вузы направляли в федеральный реестр вот, по абитуриентам только после зачисления. То есть какой-то Иванов Иван Иванович с таким-то СНИЛС зачислен на такую-то программу. И в принципе технически это было возможно. То есть абитуриенты, которые как бы пытались себя перехитрить, они свой оригинал, как бы отметку об оригинале подавали и в наш вуз, и в другой вуз. И нам приходилось их выявлять и с каждым беседовать уже индивидуально, чтобы он точно выбрал, на какую специальность он желает. Сейчас, вот когда у нас уже возможна подача через госуслуги, конечно, это технически невозможно, потому что мы на этапе подачи заявления уже в режиме онлайн взаимодействуем с этой федеральной системой. Каждый вуз видит, какой абитуриент к нему подал, какие у этого абитуриента баллы, и какие есть льготы, о которых он сам, абитуриент, говорит, и какой абитуриент, вот, например, изъявил свое желание поступления на бюджет, или убрал эту галочку, или проставил галочку. Вот все это видно, то есть технически это невозможно. В госуслугах 2 раза проставить галочку, это невозможно, поэтому это нет. На сегодня известны ли уже минимальные баллы для поступления? Так, минимальные баллы. Минимальные баллы единого госэкзамена, они у нас не меняются с 2020 года.
То есть, например, по математике, физике, по биологии, химии это как бы не менее 39 баллов, по русскому языку, географии, литературе не менее 40 баллов. И надо добавить, что действительно результаты единого госэкзамена, которые были сданы с 2020 по 2024 год. То есть вот эти за 5 лет вы можете предоставить свои результаты единого госэкзамена. И говоря о направлениях обучения, какие профориентационные мероприятия проводятся в СВФУ и как на них можно попасть абитуриенту? Так, СВФУ проводит различные мероприятия профориентационного характера. Это и большие ярмарки, например, ярмарка для выпускников ИСПО или для выпускников школ. Например, мы проводили осенью ярмарку для школьников. Вот на той неделе мы проводили, в январе проводили для выпускников среднего профобразования. Посетили нашу ярмарку 703 желающих поступить к нам в университет. И это у нас также экскурсии для школьников по кампусу. В основном у нас эти экскурсии проводят сами же студенты, чтобы студентам и школьникам было найти единый язык, общий язык. Так, и экскурсии, то есть школьники также и выпускники ИСПО также приходят к нам посещать по своему желанию, то есть они направляют нам свой запрос, мы их ориентируем, куда, во сколько подойти. Соответственно, также у нас раньше проводили акцию «Стань студентом на один день», чтобы ребята лучше представляли себе свой учебный процесс. Особенно их интересовали занятия по физиологии, по анатомии человека. То есть вот на эти занятия было очень много желающих. И в феврале у нас ожидается профориентационный выезд в Мегано-Кангаласский улус. Это поселок Нижний Бестях и село Майя. И по приглашениям, конечно же, сразу выезжаем в школы, в колледжи. То есть все наши учебные подразделения, они готовы сразу же по первому приглашению выехать. И вот вы упомянули, что абитуриенты могут побыть студентом на один день. А проводятся ли подготовительные курсы для слушателей, где школьники или же студенты профессиональных образовательных учреждений могли бы проходить подготовку, чтобы впоследствии поступить? У нас есть ВДОП, который организует подготовительные курсы. Соответственно, и школьники, и выпускники прошлых лет, и выпускники ИСПО, они могут быть, они посещают эти занятия. Это у нас могут быть общеобразовательные предметы, а для выпускников ИСПО это у нас, например, вот особенно много желающих поступить в медицинский институт, поэтому у нас отдельно проводятся занятия по анатомии и по физиологии. Расскажите о льготах для поступающих в вузы. Так, льготы у нас предусмотрены федеральным законом об образовании. Это по социальному критерию дети-сироты, дети-инвалиды. А также у нас есть особые права для победителей и призеров федеральных олимпиад школьников. Например, такие ребята могут поступать если они хорошо сдали свой экзамен, свой профильный экзамен, то есть это не менее 75 баллов. Тем самым они подтвердили свой статус, тогда они поступают к нам в университет без вступительных испытаний. Ежегодно таких ребят у нас порядка 30-32 человек поступает к нам без вступительных испытаний. И у нас еще также есть особые права, это для отдельных категорий, это у нас называется отдельная квота для участников и детей участников специальной военной операции. И вот говоря об этом, расскажите об условиях поступления абитуриентов из числа детей-участников специальной военной операции, а также самих участников. Так, участники специальной военной операции и их дети могут поступать в университет в рамках отдельной квоты, то есть каждый вуз выделяет в рамках своих бюджетных мест не менее 10%. То есть если, например, у нас по лечебному делу 150 бюджетных мест, то 15 мест – это отдельная квота. И, соответственно, на эти места дети участников и сами участники могут поступать или без вступительных испытаний, или со вступительными испытаниями, которые проводятся в университете самостоятельно, это по общеобразовательным предметам. То есть если, например, человек сейчас является выпускником текущего года, ему необходимо сейчас получить аттестат, то есть сдать единый госэкзамен по русскому языку, и, соответственно, как минимум, по базовой математике оценку, и он тогда получает аттестат о среднем общем образовании. К нам приходит летом с 20 июня по 15 июля и подает документы для того, чтобы сдать экзамен у нас в университете. Далее мы у него принимаем экзамены, и по итогам экзамена на конкурсной основе он уже поступает к нам в рамках отдельной квоты. То есть, если, например, на одно место в рамках отдельной квоты будет несколько претендентов, поступает тот, у кого выше баллы по этим экзаменам.
И в прошлом году у нас поступило 83 человека, которые относились к этой категории. Это были и участники, и дети участников. В этом году мы будем проводить в марте-апреле профориентационную встречу с такими категориями граждан, с молодыми участниками и детьми участников, чтобы объяснить, какие у них есть права и условия поступления в наш университет. Эти категории граждан подтверждают свои особые права справкой с военкоматов. В прошлом году военкомат очень быстро, оперативно выдавал такие справки, соответственно, то есть они нам приносят или прикрепляют в личном кабинете вот эту справку, мы тогда уже его учитываем как абитуриент, который относится к отдельной квоте. И у нас в этом году планируется порядка 370 бюджетных мест для таких категорий граждан. И добавлю, что эти места будут утверждены и размещены на сайте не позднее 10 апреля. То есть 10 апреля мы увидим места по особой квоте. Особая квота – это дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Отдельная квота – это дети участников СВО и участники специальной военной операции. Ну и целевая квота – это уже у нас квота приема на целевое обучение. И еще добавлю, что военная служба по призыву, по мобилизации, по контракту учитывается как индивидуальное достижение и добавляет к конкурсным баллам 5 баллов дополнительно. Что ж, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.